Российский институт стратегических исследований представляет. РИССИ – Российский институт стратегических исследований, государственное научно-исследовательское учреждение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. В мировой истории нередко случается, что одно государство использует другое для борьбы со своим геополитическим соперником. В древнейшие времена Карфаген втягивал Спарту в войну с Римом, а Ватикан инспирировал поход шведов против Новгорода. В XVIII и XIX веке Великобритания натравливала Турцию на Россию. Часто мощные международные игроки способствовали формированию целых государств для их использования против конкурентов. Мы недавно видели, как западные страны создали проалбанское Косово и используют его как инструмент против Сербии. В начале 20 века Австрийская империя вложила немалые средства в формирование сепаратистских, антироссийских настроений среди своих граждан русской национальности с целью создать антироссийский центр сил, который мы теперь имеем на Западной Украине. Недавно глава румынского государства Трaian Băsescu, выступая в эфире одного из румынских телеканалов и оценивая ситуацию Второй мировой войны, комментируя действия маршала Антонеску, напавшего на Советский Союз вместе с Гитлером, заявил следующее. «Если бы я был в тот исторический момент, то отдал бы такой же приказ, потому что у нас был союзник, а нам надо было вернуть территорию. Если бы были те условия, вероятно, я бы так и сделал. Президент Румынии Трaian Băsescu». Румынская активизация на восточном направлении, она за весь период истории этого вопроса, она периодически возникает. И как правило, это возникает благодаря вмешательству внешнего фактора. Внешний фактор – это прежде всего Запад. Если говорить о современном этапе, это прежде всего Соединенные Штаты Америки, это НАТО, это ЕС. И Румыния в основном выполняет установку этих сил. Хотя, конечно, это совпадает и с интересами, с амбициями, собственно, румынских националистов. Да? Эта идея большой Румынии, она исторически давно фигурирует, но хочу еще раз подчеркнуть, это отчетливо видно, что за усилиями Румынии стоит внешний фактор. Для того, чтобы понять, почему так агрессивно настроен нынешний президент Румынии, следует посмотреть, а как же складывались российско-румынские отношения раньше, и откуда, собственно, взялась Румыния на карте мира. Примерно в XIV веке формируются два княжества – Молдавское и княжество Валахия. В XV веке оба они были завоеваны Османской империей. В XVI веке появилось Трансильванское княжество, также попавшее под контроль турецкого султана. В XVII и XVIII веках часть территорий княжеств отошла Австрии. Православное население княжеств жестоко угнеталось и австрийцами, и мадьярами, и турками. Особенно страдали православные в Валахии и Молдавии под исламским игом, которое было таким же тяжким, как в Греции, Болгарии и Сербии. Будущее всех этих народов оказалось связано с борьбой России против Турции. Судьба армян, грузин, сербов, греков, болгар, молдаван оказались целиком и полностью зависящей от России. Ради спасения единоверных народов, ради выхода к торговым путям Черного моря, ради борьбы с работорговлей Россия вела войны с Ираном и Турцией. За Тегераном и Стамбулом стояли Англия и Франция, которые боялись, что Россия выйдет к южным торговым путям и, освободив от исламского рабства православные народы, сделает их своей опорой и в результате получит контроль над проливами Босфором и Дарданеллами. В результате русско-турецкой войны 1768-74 годов по Кучук-Кайнарджийскому миру Россия получила территорию Украины до Южного Буга. Во время войны 1787-91 годов Турция
при поддержке Великобритании, Франции и Пруссии попыталась отбить у России Крым и Закавказье. Однако, благодаря блистательным победам Суворова, взявшего Измаил, Россия по результатам Ясского мира, подписанного в столице Молдавского княжества, вернула себе территорию между Южным Бугом и Днестром. В Молдавии и Валахии к власти были приведены прорусские государи. Жизнь людей в обоих княжествах стала намного легче. Но Турция не могла это терпеть и сместила прорусских правителей. В 1806 году началась очередная русско-турецкая война. Она закончилась в 1812 году Бухарестским миром. По нему России отошла Бессарабия. Нравится кому-то или нет, но Россия освободила Пруто-Днестровскую Молдову от атаманов и ногайских татар, объединила, восстановила и защитила Пруто-Днестровскую Молдову. Святейший Синод Русской Православной Церкви объединил все приходы молдавской духовной территории и утвердил иерархические структуры Молдавской Православной Церкви, создавая митрополию Кишиневскую и Хатинскую. Кишиневский историк Василий Стати. Были освобождены молдавские православные единоверцы. Однако эти события современные власти Румынии и Молдавии трактуют по-другому. Они рассматривают их не как освобождение от ига, а как насильственное расчленение несуществовавшего в то время румынского государства. События русско-турецкой войны 1828-1829